Девочки, привет! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, где вы учитесь? Всем привет, меня зовут Самира, мне 19 лет, мои корни из Мордовии, город Саранск. Я учусь в Росунимеде, бывшей Евдокимова, на втором факультете. Я из Москвы, вот моя сестра. Наши корни из Нижегородской области, деревня Анда. Я учусь в финансовом колледже на втором курсе. А как тебя зовут? Меня зовут Эльвина. Меня зовут Алина, я учусь тоже в Евдокимово, сейчас это Росунимед, на втором курсе на стоматолога. Мы, как она уже сказала, с одной деревни, Анда, Нижегородская область, А девочки, скажите, пожалуйста, вы уже выбрали, кем вы хотите стать? Нравится ли вам учиться? И, может быть, уже есть какие-то идеи насчет будущей специальности? Пока что нам учиться общее 5 лет. После этого можно уже подумать про узкую специализацию, ординатуру. Учиться мне очень нравится. Как раз на втором факультете у нас начались именно стоматологические предметы, и уже мы больше углубляемся в нашу специализацию, нашу профессию, и уже действительно интереснее учиться. Мне нравится учиться. Пока что смотрим в ближайшее будущее. Я хочу стать бухгалтером, а потом уже, возможно, аудитором. Как она сказала, у нас пока общее обучение, получается, на общего стоматолога, но предположительно хочу быть стоматологом-хирургом, либо ортопедом. Это два предпочтительных направления у меня пока что. Но все может поменяться, жизнь, да, непредсказуема, поэтому пока это на данный период времени. Привет, меня зовут Самат, я из Казани. Сейчас учусь в МАИ. Сколько тебе лет? 22 года. Совсем скоро уже наступит Новый год, и есть ли какие-то традиции новогодние, которые каждый год соблюдаются в твоей жизни, без которых не проходит ни один Новый год? Самые яркие воспоминания, они идут из детства, когда ты верил в Деда Мороза, и вдруг он в 12 ночи приносит подарок, а потом с возрастом ты понимаешь, что это были родители, а не Дед Мороз. А сейчас как ты обычно встречаешь Новый год? Уже более таком взрослом, осознанном возрасте с родителями или уже с друзьями? Когда как, но чаще всего, конечно, с семьей. А есть ли какое-то новогоднее татарское традиционное блюдо, которое обязательно есть на вашем новогоднем столе? Что-нибудь мясное обычно бывает на столе. Привет, Алсу, я очень рад вновь оказаться в объективе камеры. Я поживаю отлично. Неделю назад закончилась сессия, меньше чем через месяц Новый год, я в штабе. Все идет хорошо. И самое главное, нету снега. Это прям хорошо. Что хорошего в том, что за месяц до Нового года нет снега, нет новогоднего настроения? Для меня новогоднее настроение существует просто по факту наличия Нового года. А так, замечательная погода, можно ходить в осенней куртке. То есть ты за европейскую зиму? Абсолютно. Я думаю, что это просто такой год выдался. И осень такая хорошая, и зима пока идет хорошо. Посмотрим. Поделись, пожалуйста, как у тебя проходит 2025 год, какие у тебя успехи, мы все за тебя очень сильно переживаем. Идет все нормально, хорошо. 4-й курс уже, через полгода государственные экзамены, там потом поступление в магистратуру. В 25-м году, что было в 25-м году хорошего? Да, все идет как надо, я думаю, это главное достижение. Всем привет, меня зовут Илсав, мне 24 года, родом я из Казани. Приехал в Москву на заработки, работаю поваром, учусь, стараюсь, развиваюсь, занимаюсь спортом, А скажи, пожалуйста, где конкретно, может быть, ты работаешь поваром или в какой кухне, скажем так, ты больше специализируешься? Работаю я на современной русской кухне. Ресторан находится на Зубовской площади под названием «Поле». Это новый проект по Москве. Он пока что один. Пока что я работаю там в качестве повара-бригадира. А скажи, пожалуйста, какое у тебя самое любимое блюдо в твоем исполнении, или, может быть, из вашего ресторана, где ты работаешь? Мое любимое блюдо, это связано с пастой, с морепродуктами. Я люблю готовить пасту и вдохновляюсь своей профессией, люблю свою работу. А скажи, какое у тебя самое любимое тогда национальное татарское блюдо? Может быть, которое готовила твоя мама, готовит, или бабушка, или ты сам готовишь? Самое вкусное блюдо для меня это кыстыбый. Люблю, сам готовлю.
Люблю еще бялиш. Вот, мама каждую неделю, когда я был еще в Казани, готовила для меня бялиш именно блюдо. Я из Ижевска. Уже почти 8 лет в Москве. Учусь, даже не учусь, а уже веду научную работу на географическом факультете МГУ, аспирант 2-го года. Сейчас активно работаю над диссертацией, а в свободное от диссертации время занимаюсь градостроительством. Мы разрабатываем проекты планировки территорий, схемы социально-экономического развития регионов, демографические прогнозы, строительные прогнозы. То есть тот фундамент, который определяет развитие целого города или целого региона на 20 лет вперед. Как вообще у тебя проходит 2025 год? Нынешний год посвящен работе, результатам, чтобы и научная работа, и практическая градостроительность складывались максимально хорошо. Как сказал Рустам Бey, уделять работе много времени, приходить на час раньше, уходить на час позже. В моем случае это выполняется почти всегда, чтобы результат был сделан в нужные сроки и максимально качественно. А вот как ты балансируешь между работой и другими сферами жизни? То есть, например, ты тратишь много времени только на работу, а там личная жизнь может страдать. Если кто-нибудь подскажет такой закон или как сделать этот баланс поставить, я буду очень рад, потому что, как-то так получается. Ну, то есть у тебя не получается равномерно. Как получается, так получается. Как получается, так и идет, да. У тебя уже есть какие-то цели на 2026 год? 2026 уже определенный объем работы большой, подготовка к экзаменам государственным, потом поступление в магистратуру, затем в 2026 у меня будет практика еще в юридической компании, это тоже будет очень важным испытанием, как я опробирую свои полученные знания, произведу впечатление на работодателей уже в магистратуре, чтобы совместно сотрудничать, поэтому объем работы будет очень крупный. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Арсен. Я из города Нижнекамск, мне 23 года. В штабе я был очень много раз. Первый раз я был здесь, наверное, больше 3 лет назад. Совсем чуть-чуть осталось до Нового года. Вот скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то новогоднее настроение, может быть? У меня есть настроение поскорее поехать домой к родным в Нижнекамск. Вот это мое... Согласна, у меня тоже такое настроение есть. Да. Девочки, скажите, пожалуйста, вы были до этого в штабе? Который раз вы в штабе? Что вам нравится в штабе? Может быть, вы преследуете здесь какую-то цель? Например, я не знаю, с кем-то познакомиться, какие-то связи наработать, или поесть просто кто-нибудь тоже приходит, я думаю. Какие вот у вас? Что вам нравится в штабе? В штабе я 2-й раз, и мне очень нравится эта атмосфера, как будто ты встретился со своими дальними родственниками, которых давно не видел, вот это дружеская... Дружеская атмосфера, это точно про штаб. Хорошо. Я здесь 1-й раз. Мне очень нравятся люди, с которыми я познакомилась. Вот, например, Самира. Здесь очень мило, мне очень нравится разглядывать картины. То есть я сижу, пью чай и разглядываю картины, это очень прикольно. Я в штабе 4-й раз, и мне здесь нравится, сама атмосфера. Тут все общительные, новые знакомства, каждый раз с кем-то знакомлюсь, нашла друзей. Тут ходят ребята с моего вуза, я и с ними общаюсь, они на старших курсах, Ну и в целом, да, я тоже рассматриваю картины, они все очень красивые и необычных, очень много, и разгадываешь какой-то, возможно, смысл в них. В целом, вся атмосфера, весь вайб этого места, он как-то передается в душу, и Что-то родное, что-то очень знакомое. как будто бы в деревне, но все собрались как-то из разных деревень, но как будто бы это все одна большая деревня. Есть ли у тебя какая-то цель, мечта, может быть, которую ты будешь загадывать в новогоднюю ночь? Есть, но они останутся со мной. Не хочешь рассказывать, раскрывать, да, свои секреты? Нет, не хочу. В который раз ты уже в штабе? Что тебе здесь нравится? В штабе я, если не ошибаюсь, 5-й раз. Так, знакомых поначалу было не так много, сейчас уже гораздо больше. Мне очень нравится это место тем, что это единственный такой татарский уголок в этом суровом большом городе. Тут всегда приятная атмосфера, и я стараюсь не пропускать встречи.
поделись, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то новогодние традиции, без которых никакой, ни один Новый год в твоей жизни не проходит? Конечно, дома это свежая елка, какая-нибудь пластинка хороших новогодних песен, Фрэнк Синатры, Мишеля Бубле. Вот. Вкусная, отменная красная икра, сливочное масло, черный или белый хлеб. И встретить Новый год в окружении любимых людей в целом. А ты можешь поделиться каким-нибудь секретным таким лайфхаком, как человек, работающий поваром, как приготовить вкусный балиш, вот чтобы у любого человека получился вкусный балиш? Вот прям супер-мега рабочий лайфхак нам нужен. Ну, какого-то лайфхака нету. Ну, там в основном картофель и мясо. Ну и тесто должно быть очень вкусное. Все зависит от настроения. Какое у тебя настроение, такое у тебя и получится блюдо. Вот. Когда работаешь с тестом, это очень сильно влияет на работу. То есть, по сути, самый главный ингредиент любого вкусного татарского блюда – это любовь, вложенная в блюдо. Есть какие-то традиции, может быть, новогодние, не знаю, которые вы соблюдаете каждый год, или ты соблюдаешь, которые вот как-то особенное место занимают в твоем сердце, какие-то воспоминания, ну вот то, что обязательно происходит каждый Новый год, без чего Новый год не может пройти? Можно сказать, ну, наверное, у многих так, но каждый Новый год я обязательно приезжаю домой и там вижу с родителями. Ну это все-таки семейный праздник. Вот Да. всегда Новый год встречаем вместе с родителями. Вот. Ну, это самая главная традиция. Вот. А так, как елка там, мандарины, как у всех. Есть какое-нибудь национальное, может быть, блюдо или какое-то блюдо, которое готовят обязательно, ну, там, например, твоя мама или бабушка, без которого новогодний стол никогда не обходится? Ну, балеш. Балеш — это классика. Потом, ну, мой папа всегда готовит шашлык. Вот. Шашлык на Новый год прям на улице? Да. А, вы в частном доме живете, наверное. Ну, в данный момент, да, у нас есть дом, но это никогда не было, так сказать, необходимым условием иметь дом, чтобы пожарить шашлык, потому что, когда у нас не было дома, там есть гараж, есть лес, то есть это, ну, просто мой папа армянин, и это... Вау, прикольно. Ну, тогда понятно, откуда шашлык. Да, то есть это неудивительно. Ага. А какое вообще у тебя свое любимое национальное татарское блюдо? Ну, у меня, наверное, эшпишмак. Я очень люблю эшпишмаки. Вот ты как будущий юрист, назови 5 топовых юристов, которые являются по национальности татарами. Ну, знаю я только одного топового юриста татарина. Айдар Султанов, руководитель практики Пепеляев Групп. Это одна из очень известных и топовых юридических фирм России. Вот. А только его могу назвать. Ты планируешь стать одним из них, да? Безусловно. Вот вспомнил господина Мифтахудинова. Вроде, если не ошибаюсь, судья Высшего арбитражного суда в отставке. Очень топовый юрист России, тоже татарин. Вот. Ну и, конечно, думаю, я тоже буду двигать татаров в юриспруденции. И мою фамилию потом произнесут. То есть через пару лет, в принципе, может быть, будет интервью, но ты уже будешь в качестве топового юриста и будешь делиться историей своего успеха на канале Штаба Татар, да? Ну, через пару лет я могу только перспективным стать. Чтобы стать топовым, это надо 15-20 лет практики, хороших научной работы, поэтому только все впереди. Нужно не бежать впереди паровоза. Всех с наступающим 2026 годом. Всем пожелаю, самое главное, крепкого здоровья. Что Любви, Любви, счастья, успехов во всем. Да, все верно. А себе что-нибудь пожелаешь? Вот что бы ты хотел, чтобы в 2026 году у тебя сбылось, может быть? Ну, самое главное, это надо усердно работать над собой, развиваться. Когда человек занимается спортом, он дисциплинируется, и у него открываются новые двери, новые возможности, и надо идти правильным, честным путем, и все получится. Дорогие друзья, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть 2026 год подарит вам много теплых, ярких воспоминаний. Вот. Будьте счастливы, здоровы. Всем добра. Люди, если смотрят, и если есть такие люди, которые что-то хотят сделать,
но думают, я сделаю это потом, или, там, может быть, мне не стоит это делать. Я думаю, это надо сделать в этом году, в 26-м году. То есть совет, если у вас есть какие-то цели, мечты, мысли, то их обязательно нужно воплотить в 2026 году. Да, да. Вот такой вот у нас совет. Shut